Здравствуйте, в эфире обзор чрезвычайных происшествий, в студии Дмитрий Тымыров. Следователи возбудили уголовное дело о невыплате зарплаты работникам сельскохозяйственного кооператива в Амгинском районе. Следствием установлено, что в сельхозкооперативе «Балугур», основным видом деятельности которого является разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока и выращивание зерновых культур, имеется задолженность по заработной плате перед 62 работниками. Так, за 2020 год сумма которого составила свыше 7 миллионов рублей. Несмотря на наличие задолженности по заработной плате и имея возможность ее погасить, руководство кооператива потратило около 2 миллионов 300 тысяч рублей на цели, не связанные с деятельностью предприятия. За счет кооператива были приобретены продукты и лекарственные средства для собственных нужд. Отмечается, что тяжелое финансовое положение кооператива и ежегодное возникновение задолженности по оплате труда не помешало руководству в течение года приобрести дорогостоящую машину, лодочный мотор, моторную лодку и квадроцикл, которые не являются сельскохозяйственной техникой. Выгоду учреждению не принесли и повлекли значительное расходование средств бюджета предприятия. В настоящий момент по уголовному делу проводится расследование. В Сунтарском районе вынесен приговор по уголовному делу о незаконном приобретении и хранении наркотических средств. Так, прокуратура района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного части 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. Незаконное приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенное в крупном размере. В суде с учетом представленных государственным обвинителем доказательств установлено, что подсудимый в конце июля 2020 года, выехав на территорию одного из населенных пунктов Сунтарского района, собрал дикорастущее наркотическое растение. Его противоправные действия были пресечены в ходе проведения мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения сотрудниками ГИБДД при возвращении им в село Сунтар. Общий вес наркотических средств составил более 126 граммов, что является крупным размером. По результатам рассмотрения уголовного дела суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил мужчину к 5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 4 года. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами. Жительница Якутска потеряла более 300 тысяч рублей после разговора с лжесотрудником банка. Так, по версии следствия, ей позвонил незнакомец, представившийся сотрудником банка, и пояснил, что ими была приостановлена попытка изменения номера телефона, привязанная к ее приложению онлайн-банк, и добавил, что ведется расследование. И под подозрением все сотрудники данного банка. Он сообщил, что ей нельзя ни с кем общаться, и попросил сообщить специальному роботу код, который поступит в СМС-сообщение, что она и сделала. После она получила СМС-уведомление о списании денежных средств на общую сумму 120 тысяч рублей, после чего банковская карта была заблокирована. Тогда лжесотрудник банка убедил женщину снять деньги со всех ее счетов и перевести их на указанный им счет. Не прерывая телефонный разговор, он посоветовал ей закрыть вклады и внести денежные средства на безопасный счет в ближайшем отделении банка. Уже в офисе сотрудники банка остановили потерпевшую. Тогда лжеспециалист прекратил разговор. Но вскоре снова перезвонил заявительнице и пытался переубедить ее, что он не мошенник. А потом и вовсе признался ей, что на заработанные таким способом деньги планирует поехать в отпуск. В общей сумме он успел похитить у горожанки более 306 тысяч рублей. Якутянин обвиняется в подделке авиабилетов на 300 тысяч рублей. Так, работник горно-обогатительной компании в Мирнинском районе задержан по подозрению в мошенничестве с покупкой авиабилетов. По сообщению Северо-Восточного линейного управления МВД России на транспорте, мужчина приобрел на свое имя и на членов своей семьи поддельные авиабилеты по России общей стоимостью около 300 тысяч рублей. Для возмещения якобы израсходованных денег к месту проведения отпуска и обратно сотрудник компании предоставил на работе авансовый отчет о перелете с поддельными документами. На основании данных документов ему была выплачена денежная компенсация. В настоящее время уголовное дело по факту мошенничества направлено в суд. Отмечается, что в ходе расследования ущерб, нанесенный предприятию, возмещен в полном объеме.
Трое мужчин с помощью пневмопушки пытались перебросить предметы в колонии в Якутске. Их задержали на территории учреждения. Об этом сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы исполнения наказания России по региону. Так, сотрудники лечебно-исправительного учреждения номер 5 в ходе обыска изъяли 5 сотовых телефонов, 2 зарядных устройства, 4 кабеля USB, литр спиртосодержащей жидкости, килограмм дрожжей и колоду карт, а также пневмопушку. По данному факту в отношении нарушителей составлены протоколы об административном правонарушении. Во французских городах в субботу прошли протестные акции против законопроекта о глобальной безопасности. Так, в Париже произошли столкновения демонстрантов с сотрудниками полиции. Подробности в материале Алены Островской. Тысячи людей вышли в субботу на очередную акцию протеста в Париже и других городах Франции. Демонстранты выступали против резонансного законопроекта о глобальной безопасности. Он предусматривает расширение возможностей правоохранительных органов, включая опции для наблюдения за гражданами и запрет на съемку сотрудников полиции с последующей публикацией в средствах массовой информации и соцсетях. Кроме того, согласно одному из положений закона, журналисты должны предварительно регистрироваться для освещения уличных акций. Это репрессивный закон, несущий угрозу демократии, считает один из участников протеста. Важно иметь возможность снимать полицию, особенно учитывая наши проблемы с насилием силовиков. Они также собираются использовать дроны и системы распознавания лиц во время демонстраций. Так не годится делать в правовом государстве, которым является Франция. Мы называем себя страной свободы и прав человека, а потом выдаем такое. В Париже между частью демонстрантов и полицией произошли столкновения. Правоохранительные органы сообщили о задержании нескольких десятков человек. Протесты против законопроекта продолжаются во Франции с конца прошлого года. Критики этого документа утверждают, что он посягает на свободу слова и свободу собраний. Это была рубрика «Чрезвычайные происшествия». До новых встреч!